Главная кадровая кузница, извините, главная кадровая кузница Абхазии – это Абхазский государственный университет. Он готовит специалистов в самых разных отраслях народного хозяйства Абхазии. Каков рейтинг специальностей, по которым обучает Абхазский госуниверситет? Какие из них наиболее востребованы, а где ощущается недобор студентов? И как во всем этом соблюдать баланс? Об этом пообщаемся с Романом Дбар, проректором Абхазского госуниверситета по науке. Здравствуйте, Роман Саидович. По учебной работе. По учебной работе. Первый проект. Первый проект. Здравствуйте, Роман Саидович. Итак, добрый день. Как много специальностей сегодня можно получить в АГУ? Какие из них сравнительно новые? И вообще, насколько отвечают современным потребностям в специалистах? Ну, наверное, надо начать с того, что Абхазский государственный университет – это самое большое учреждение в республике. Это почти 3000 студентов и больше 600 сотрудников. И таким образом каждый день в Абхазский государственный университет поднимается не меньше 2500 человек. И тот, кто бывает на площадке университета, видит, сколь оживленной жизнью живет национальный вуз страны. И, конечно же, переоценить влияние и роль Абхазского государственного университета для нашей страны, для нашего народа, наверное, невозможно. Во-первых, действительно, Абхазский государственный университет является главной кузницей. Нет такого учреждения, будь то государственное или это частное предприятие, где не работали бы наши выпускники. Наши выпускники значительным числом представлены в высших органах власти, включая парламент. И это очень большая и серьезная ответственность перед народом, перед государством нашего учреждения, потому что компетенции, которые получают наши выпускники, они оказывают влияние на качество нашей жизни в конечном итоге. И, конечно же, мы, как высшее учебное заведение, испытываем и проблемы, и преодолеваем вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Одним из таких серьезных вызовов, конечно же, является то, что мы в последние годы находимся в достаточно жестких конкурентных условиях по отношению к российским вузам. Российские вузы с удовольствием берут наших выпускников школ, и таким образом зачастую это бывают лучшие выпускники. В принципе, это даже неплохо, то, что это хорошо, что наши выпускники оказываются востребованы, и они становятся абитуриентами, студентами ведущих российских вузов. Но самое важное в этой ситуации то, чтобы они по завершению своей учебы в России возвращались домой. И здесь достаточно сложно много социальных вопросов, социальных факторов, проблем, которые зачастую не позволяют это сделать, или это, так сказать, по факту не происходит. Поэтому большая часть тех брешей, которые, так сказать, связаны с кадровым восполнением, они, конечно же, восполняются нашим университетом. Какой способ, самый главный, есть у университета, чтобы вот эту конкуренцию, о которой вы говорили, с российскими вузами, не проигрывать? То есть чтобы и качество... Человек, который, допустим, по каким-то причинам не может, не хочет уехать, хочет обучаться здесь, чтобы он получал знания на уровне того, что получают его сверстники. Ну, я вам могу сказать такую вещь. Ну, в обществе у нас может бытовать самое разное мнение, но вот пример такой. Значит, на протяжении нескольких лет на международной олимпиаде, в которой принимают участие ведущие вузы Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана, наши студенты занимают первые места. Вот, например,
Есть такая олимпиада по теории экономических учений. Значит, 4 года тому назад это было первое место. В прошлом, позапрошлом году это были вторые места, и мы при этом нас обходил буквально по нескольким баллам только Московский государственный университет. Этот факт, он говорит о чем? Значит, если есть мотивированные студенты, которые хотят учиться, у нас есть педагоги, которые могут дать самое лучшее знание. На самом деле, Абхазский государственный университет это вот больше 500 профессорско-преподавательского состава, который представлен по факту интеллектуальной элитой страны. И самые лучшие, если хотите, умы республики сосредоточены в нашем университете. И те, кто хотят действительно получить знания, у них есть у кого их взять. Но обучение — это технология. И эта технология непростая. Хотя она вечная, давнишняя, но она очень непростая, и она все время находится в состоянии формирования новых подходов, новых методов. И мы, находясь в этих вот современных вызовах, кстати, между прочим, это же не тоже какая-то особая такая ситуация. Многие российские вузы, региональные вузы находятся в подобной точно ситуации. То есть и зачастую можно даже и в России слышать такие вещи, что вот мы оголили регионы, потому что центральные вузы оттягивают на себя лучшую часть выпускников, лучшую часть молодежи. И мы находимся в постоянном формировании новых подходов. С другой стороны, конечно же, мы видим, конечно, значительное падение, значит, подготовки наших абитуриентов. Вот это состояние школ. Такая, да. Значит, да, вот сегодня мы видим, сколь большие усилия предпринимаются Министерством просвещения, в первую очередь в лице министра Ханны Владимировны Гунба. Она наша выпускница, причем с отличием окончившая Абхазский государственный университет, знающий, что представляет собой учебный процесс от начала и до конца, начиная буквально так сказать, с педагога и завершая руководителем районного отдела и сегодня министерства. И у нас очень хороший уровень сотрудничества и взаимодействия. И я надеюсь, что она, ее команда, те усилия, которые они сегодня предпринимают, они дадут свои плоды. То есть сложнее сейчас работать с новыми выпускниками, скажем так? Это совершенно очевидно. Во-первых, это вот на протяжении последних 5 лет мы видели достаточно сложную ситуацию, связанную с подготовкой, значит, и учеников, абитуриентов, и это всегда чувствуется. Я, например, преподаю на первом курсе, я вижу, с какой сложностью детям приходится осваивать университетский уровень образования. Потому что для того, чтобы осваивать университетский уровень, должен быть достаточно хороший багаж школьных знаний. И поэтому на начальных этапах приходится просто закрывать отдельные вот эти бреши путем выделения дополнительного времени, чтобы выстроить базу, на которую уже можно надстраивать университетскую программу. И здесь, конечно же, надо говорить о том, что вот у нас, если говорить о рейтинге специальностей... Да, вот пыталась вставить вопрос. Да, рейтинг специальностей. Да. Всегда были у нас юристы, экономисты в первых рядах, международные отношения вот после того, как появился факультет. Что касается технических специальностей, насколько мы знаем, вот мы говорили с энергетиками, транспортниками с высшим образованием. Очень мало желающих, скажем так.
как вы, как вообще, во-первых, картину мне опишите, так ли это на самом деле? Да, это вы абсолютно правы. У нас есть такой очень выраженный перекос. И этот выраженный перекос, он в значительной степени вот связан. Есть модные, популярные направления подготовки. Это та же юриспруденция, это те же международные отношения, экономисты, экономика. И меньше, может, эти историки жалуются на контингент, но когда дело доходит до инженерных специальностей, а еще хуже, когда дело доходит до педагогических специальностей, здесь мы вынуждены были даже в этом году, как и в прошлом году, объявить дополнительный набор, потому что на эти специальности к нам по основному набору не пришли люди. И это очень печальная и очень драматичная история, потому что там, во-первых, выделяется самое большое количество бюджетных мест. То есть там, где есть возможность бесплатно обучаться. Но люди не идут туда, они хотят быть, значит, юристами, экономистами, значит, дипломатами. Есть некая модная часть этого. С другой стороны, у людей, по всей видимости, в обществе существует некое представление, что социальные лифты с этими специальностями, они работают как бы лучше, и человек достигает каких-то больших высот и вершин. А вот педагогические специальности — это некие такие вот тупики. И здесь очень важным моментом является, как общество в целом реагирует на это. Вот сегодня очень выраженный дефицит педагогов по многим направлениям, включая даже город. Есть случаи, когда просто директора школ звонят ректору университета и просят, чтобы хотя бы студентов 3-го курса направили им для, например, преподавателей по математике. И это касается многих других дисциплин. У нас эта проблема превратилась сегодня в очень серьезную проблему. Если говорить о школьных, сельских школах, она там куда гораздо более выражена, эта проблема. С другой стороны, университет ежегодно готовит педагогов по разным направлениям. В первую очередь тех школьных дисциплин, которые преподаются в школе. И есть целевые места, есть бюджетные места, которые обязаны отработать по меньшей мере 2 года для того, чтобы получить свой диплом. И сегодня ситуация абсолютно не укладывающаяся, может быть, в обычное представление. У нас невыданных дипломов больше 1500. Это те дети, те выпускники наши, я их детьми так называю, значит, они для нас дети все равно. Значит, это те выпускники, которые не пошли по распределению в школы, пошли какие-то в другие места, и при этом их дипломы продолжают оставаться невыданными в университете. И с этим, конечно, справиться университет в этой ситуации делает максимум, что может сделать. Он проводит профориентационную работу с выездами в районы, по факту агитирует для того, чтобы люди пришли на те специальности, которые сегодня в первую очередь востребованы. Но как решить этот вопрос? Этот вопрос может быть решен на самом деле только общегосударственными усилиями. Наш ректор неустанно повторяет такую вещь. Образование должно стать национальной идеей. Без этого мы не сможем решить эти задачи. Мало того, нам нужно будет предпринимать и реанимировать ту программу, которую в свое время Олег Алексеевич, будучи и совмещая должность ректора университета и министра образования, сформулировал, создал программу «Сельский учитель». Угу. Программа «Сельский учитель» крайне важна. Ее сегодня надо снова реанимировать, обновить ее и сделать ее работающей государственной программой. Это задача сохранения
нашей молодежи — это значит сохранение и перспективы будущего. Ну, ну, это действительно так, но если начать с базы, да, если начать с базы, это школа. Вы говорили, что есть общение, сотрудничество с Министерством просвещения. В какие-то конкретные вещи это может вытечь. Это методологическая помощь в первую очередь. Это, видите, как замкнутый круг. Здесь не хватает квалифицированных специалистов, педагогов, чтобы воспитать новое поколение учащихся и сильных выпускников. И в то же время никто не хочет туда идти. Вот как вот этот момент, вот этот Гордиев узел разрубить, чтобы дальше уже как-то все получилось? Знаете, я вам могу сказать, что на самом деле это такой замкнутый круг, из которого выйти достаточно непросто. Но при этом мы же не единственные в этом мире, которые преодолевали эти вещи. Да, это... И что говорит этот опыт? Этот опыт, например, там как бы сейчас, может быть, не очень популярно, так сказать, приводить в пример Запад, но, например, небольшая такая страна, как Финляндия. Вакантные должности учителя — это конкурсное место, куда по конкурсу набирают людей, причем это очень большой конкурс. Почему так? А там решили этот вопрос достаточно просто. Значит, заработная плата учителя выше заработной платы министра. И общество, понимая важность роли учителя для будущего общества, они нашли ресурсы, которые они направили в эту среду для того, чтобы общество показало, что ты, учитель, для нас важен. Иногда бывает даже на бытовом уровне, общаясь со своими детьми, родители могут небрежно отзываться о учителях. Это недопустимая вещь, потому что они на самом деле разрушают своего ребенка. И тут масса деталей и психологических, и экономических, и политических, и идеологических, если хотите, которые должны быть решены для преодоления, значит, этого состояния. Сегодня, например, впервые за последние 5 лет, значит, взаимодействие университета и Министерства просвещения создана коллегия, в которой входит заметное число наших ведущих специалистов. Это усилия, которые, конечно, дадут свои плоды, но требуется гораздо больше усилий, которые не решаются только усилиями университета и Министерства просвещения. Это усилия всего общества. Ну, я думаю, что это усилия, наверное, Минэка, Минфина на уровне премьера говорить о том, какие должны быть поощрительная, скажем так, система у педагогов Абхазии, чтобы туда люди шли и достойно жить и работать. Да. Мы всегда, когда говорим «государство», всегда подразумеваем правительство. На самом деле государство — это мы. Мы все, каждый в отдельности взятый. И каждое наше усилие, каждое наше слово, каждое наше действие — это действие нашего государства. Ну, просто чтобы это вышло за рамки круглых столов, каких-то вот межведомственных отношений, как там, допустим, университет и Министерство просвещения, действительно нужна воля, тем более образование — это корень всего, да, это база всего общества. Да. Вот, например, сегодня такое радостное такое событие, значит, наши коллеги, сотрудники кафедры географии, значит, принесли сигнальный экземпляр учебника географии Абхазии. То есть вышло современное, полноценное, красивое, значит, содержательное издание, этот учебник, который очень долгожданный, и он оказался возможен благодаря усилиям и университетских специалистов, и Министерства просвещения, и таким образом дети получат полноценный учебник. А география — это очень важный предмет. Он
в каком-то смысле, если хотите, идеологический. Он связывает, он создает ощущение своей страны. Конечно, То есть у нас есть возможности решать эти задачи, проблемы, которые стоят перед нами. На то есть силы, есть специалисты, но всегда требуется объединение усилий. Ну, не стоит на месте наука, не стоит на месте, скажем так, современный мир. Что вы скажете по поводу сравнительно новых специальностей? Есть ли возможность в нашем университете их получить? Ну, у нас классический университет, и естественно, что те вызовы, которые складываются в нашем обществе, университет реагирует на них. Например, мы ввели такую новую специальность, как фармация. Подготовка специалистов, которые бы могли выступать в качестве фармацевтов и в лечебных учреждениях, и в аптеках, что является важным элементом обеспечения качества услуг, которые оказываются населению. С другой стороны, есть выраженная потребность в педагогах-химиках. Но, к сожалению, мы в этом году не смогли набрать ни одного человека на эту специальность. Ни одного? По специальности химии и экологии мы не смогли набрать ни одного человека. Но это, конечно, вопрос решается параллельно. Существует направление подготовки биология. Выпускники наши получают квалификацию биолог, преподаватель биологии и химии. Это вот такая, опция присутствует, такая квалификация есть. Но и с другой стороны, все знают, какую проблемную часть составляет наша энергетика. И вот уже мы второй год совместно с Северо-Кавказской технической академией занимаемся сетевой схемой подготовки наших энергетиков. Это дает возможность, они будут проходить практики на российских предприятиях. И первые 2 года они будут заниматься в Абхазии. При этом подготовкой их будут заниматься как наши педагоги, так и приезжающие педагоги из Северо-Кавказской технической академии. А на практику и с 3-го курса они по 1 месяцу будут находиться в Черкесске, и практика у них будет проходить там, где они будут иметь возможность знакомиться на юге России с лучшими предприятиями, где выстроены схемы, демонстрирующие всю эту технологическую картину, как она должна быть, как осуществляются допуски, как работают эти предприятия. Это даст возможность им получить 2 диплома Абхазского государственного университета и Северо-Кавказской академии. И при этом они могут занять достойные места на тех предприятиях, которые сегодня в Абхазии больше всего нуждаются в этих специалистах. Ну вот как раз российские специалисты приезжали, чтобы оценить состояние абхазской энергетики, какие вещи нужно сделать. Мне кажется, вот выпускники как раз этого, скажем так, факультета могли бы принести пользу. Да, это вот агроинженерный факультет, и там 2 инженерных направления подготовки. Это одно, энергетики, а вторая инженерная специальность — это в прошлом, это для всех более понятно, механизация, сельского хозяйства. Сегодня это технические системы в агробизнесе. И вот эти 2 инженерные специальности, а инженерные специальности, они всегда сложны, потому что это изначально более высокий уровень подготовки математики, физики и химии. У нас в школе хромает. Да. И эти когда у человека очень
низкий уровень знаний в этих областях, он сразу автоматически отказывается от поступления на эти специальности. Хотя, может быть, потенциально, исходно он был бы хорошим специалистом, получи он соответствующие знания, чтобы он мог осваивать эти направления подготовки. Когда будет первый выпуск этих первый факультетов? выпуск будет через 2 года. Мгм. И это будет 4-летнее обучение, это бакалавриат. И мы через 2 года получим первых специалистов. Хотя этот процесс, он не прекращался, но то, что касается сетевой подготовки, когда будет совместная подготовка специалистов, это будет через 2 года. А так, эта специальность уже давно существует. И каждый год мы выпускаем специалистов, и наши специалисты работают на предприятиях и Черноморэнерго, и таким образом они востребованы. Конечно. Спасибо вам большое. Разговор большой, мы много, возможно, еще не охватили. Я напомню, что мы говорили о рейтинге специальностей, по которым обучает Абхазский госуниверситет, какие из них наиболее востребованы, с Романом Дбар, проректором Абхазского госуниверситета. Спасибо вам большое. Вам спасибо, удачи всем.